Дорогие друзья, добрый день. Вы меня видите, слышите? Отлично. Я рад вас видеть. У нас сегодня здесь в Архангельске будет совещание по социально-экономическому развитию региона и арктических городов. Я так понимаю, что здесь напротив меня на экране как раз те люди, те семьи, которые первыми получили льготную ипотеку, предназначенную для арктических регионов. Хотел бы перед совещанием с коллегами, хотел бы у вас поинтересоваться и услышать ваше мнение о том, как работает этот инструмент, что бы нужно было сделать дополнительно для того, чтобы он был необременительным, достаточно эффективным, каково качество предоставленного жилья и как развита социальная инфраструктура, имею в виду и транспортная, имею в виду, как выезжать в те места, где вы живете, как туда добираться, по поводу, хотел бы услышать ваше мнение по поводу наличия нужного количества торговых точек, детских садов, как быстро и каким образом можно добраться до учреждений здравоохранения, ну и все, что связано с обеспечением нормальной и комфортной жизни. Пожалуйста, кто хотел бы и кто мог бы что-то сказать на эту тему, просто я вас прошу помочь мне в той работе, которая сейчас предстоит с коллегами при обсуждении вопросов подобного рода. Прошу. Слышно? Владимир Владимирович, здравствуйте. Вот мы с супругой первые получили арктическую ипотеку. Для нас это было большой неожиданностью. Хотели бы сказать, что сделка у нас прошла без каких-либо накладок. Сотрудники банка, все у них отработано. Вот. И хотели бы поблагодарить за то, что у нас в стране существуют такие госпрограммы, как вот материнский капитал, теперь арктическая ипотека. Вот, все это в совокупности дало нам шанс приобрести собственное жилье. Что еще? Как оформляли, без всяких сложностей, как само по себе оформление происходило? Мы пришли в отделение банка ВТБ в городе Архангельск. Тут сразу же нас определили в отдельное помещение. В общем, к нам стали подходить менеджеры банка. У них были распределены между собой обязанности. Кто-то занимался электронными подписями, кто-то занимался бумажными формами документов. Никаких накладок не было, все подписывали, все достаточно быстро. В течение где-то примерно? В течение где-то 2 часов, да, то есть... Что касается других вопросов, которые я сейчас задавал, транспортная доступность, наличие социальной инфраструктуры в том жилье, которое вы получили. Да, мы находимся, с семьей в городе Новодвинск проживаем. Город сам по себе небольшой. Вот приобретенная нами квартира, она, можно сказать, в центре города находится, поэтому у нас все в шаговой доступности. Но что касается транспорта, что касается транспорта, наверное, нам, жителям северных городов, где более суровые климатические условия, хотелось бы видеть, наверное, теплые остановки, и пользоваться такими благами цивилизации. Да, и второй момент, это, наверное, сам транспорт, он достаточно регулярно ходит, но есть такой момент, что семьи, которые с маленькими детьми, с колясками ездят, как мы, например, ездят от Новодвинска до Архангельска, им нужно пространство в автобусе, чтобы поставить эту самую коляску. А там на данный момент есть маршрутки, в которые это осуществить нельзя, либо достаточно большие автобусы, но в них только сидячие места. И каких-то площадок для размещения колясок нет. И очень неудобно сделана единственная последняя остановка от Новодвинска до Архангельска. Автобус проезжает самую главную остановку в Архангельске и останавливается далеко.
То есть нужно обратно возвращаться на нее. Вот это только единственное. Понятно. Ну, сейчас губернатору подскажу, он наверняка отреагирует. А вот эти магазины, ну, если в центре, там все остальное, все понятно. Ладно, спасибо большое. Какие-то идеи, соображения и рекомендации есть для коллег, которые организуют эту работу? Все нормально? Так. Да, все хорошо. Все хорошо. Да. Ладно, все, по поводу транспорта я услышал. Спасибо. Хочу пожелать вам всего самого доброго в вашей семье. Вот вижу, там девочка у вас подрастающего поколения тоже. Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Руку поднимите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Мы молодая семья. С женой уже живем вместе более 8 лет. У нас есть дочка Стефания, ей 4 года. Вот. И с момента свадьбы мы стали задумываться о жилье. Сейчас на данный момент пока еще проживаем на съемном жилье в однокомнатной квартире. И выбирая возможность получения кредита на новую квартиру, мы остановились на выборе арктической ипотеки. Обсудив все с супругой, мы решили, что она нам подходит, так как процентная ставка всего лишь 2% составляет, и программа позволяет приобрести вторичное жилье, а не только новостройки. Вот. Мы взяли сроком на 20 лет, но так как процент небольшой, планируем погасить ее пораньше. Первоначальный взнос мы внесли за счет части средств, выплаченных моей супруге по программе земского доктора. Вот. Приобрели мы трехкомнатную квартиру, благоустроенную. Вот. Теперь для ребенка у нас появилась своя детская. Хотели бы поблагодарить вас за предоставленную возможность так быстро улучшить свои жилищные условия за счет таких программ, как арктическая ипотека и земский доктор. Спасибо. Оформили быстро ипотеку без проблем? Да, оформили мы все быстро. Нам помогало агентство недвижимости местное, ну и, соответственно, сотрудники банка ВТБ. То есть у нас все очень быстро и просто прошло. Отлично. Спасибо за информацию. По поводу социальных вопросов, социальной инфраструктуры у вас маленький ребенок, как там детский сад и прочее? С детскими садами все в порядке. Хотелось бы акцентировать внимание на ремонте Дома культуры в городе Сегежа. Вот. И детские площадки можно было бы привести в надлежащий вид, либо построить какие-нибудь новые. Понятно. Ладно. Ну, тоже переговорю с руководителем региона. Обязательно будем надеяться на то, что это отреагирует. Я посмотрю, как это будет сделано. Особенно, что касается детских площадок, это вообще ничего не стоит. В каком состоянии там Дом культуры, я не знаю, но детские площадки точно это может сделать. Хорошо, спасибо большое. Так, пожалуйста, кто еще? Не так давно мы решили улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру. Ипотеку мне одобрили сразу, но пока мы занимались оформлением документов, узнали об арктической ипотеке по 2%. Мы решили подождать и дождаться вступления в силу данной программы. И мы дождались, ура! Впереди еще много работы, нужно всего вложить, и немало сил нужно вложить. Но с вашей поддержкой, Владимир Владимирович, нашего края и города Норильск, мы совсем справимся. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я работаю в руднике «Октябрьский», в стабильном графике. У моей жены всегда много интересных идей, которые я поддерживаю ее во всем. Уверен, у нее все получится. Хочу пожелать всем жителям арктической территории не упускать такую возможность, ничего не бояться, и у вас все получится. Ну, конечно, 2% это хороший процент. Как у вас воздух-то почище стал? Почище. Мы вот 7 лет живем, и 7 лет все хорошо. Да. Ну, все хорошо не бывает, но вот как докладывают, предприятия стали больше вкладывать средств в оборудование для очистки воздуха. И действительно, общие показатели получше стали.
Но еще Да, и много... теплые остановки у нас есть. Мгм, да, много еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигаются. Так что я очень рад. Да. Всего доброго, всего хорошего. Спасибо. Спасибо, Так, пожалуйста, Владимир кто... Спасибо. Пожалуйста, кто еще? Добрый день, Да, пожалуйста. Владимир Владимирович. Здрасте. Здравствуйте. По программе арктической ипотеки мы с семьей взяли тоже однокомнатную квартиру. У нас двое детей, и маленький дом остался, старший с нами. По оформлению программы, в принципе, ипотеки никаких проблем, бюрократических проволочек не было. Все прошло довольно-таки хорошо, сотрудники банка сработали тоже оперативно, грамотно. Вопросов по самой оформлению ипотеки нету никаких, все хорошо. Есть, вот мы взяли однокомнатную квартиру, но хотелось бы взять и побольше бы, но для этого очень бы хотелось, чтобы сумма верхнего потолка по ипотеке была не 6, например, а 9 миллионов, чтобы можно было взять квартиру побольше, потому что в однокомнатную все-таки тесновато четвером. Согласен. Вот это конкретное предложение по ипотечным кредитам в арктической зоне. Думаю, что мы обсудим, и я с вами согласен. Так надо и сделать. Надо поднять эту планку. Нам маловато. Да, вы правы, абсолютно. Спасибо, что напомнили. Спасибо. Да. Вам всего доброго тоже. Счастья в новом доме. Да, пожалуйста, вот я вижу еще. Спасибо большое. Это Мурманская область еще я вижу, да? Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы из города Мончегорска, Мурманской области. Ольга, Антон и Даниил, наш сын. Хотим в первую очередь вас поблагодарить за то, что Данил позволили очень использовать. хорошо выглядит, очень. Данил хорошо выглядит. Тебе комплимент сделаю. Поздоровайся с Владимиром Владимировичем. Привет, Данил. Он застеснялся. Это хорошо. Да. Хотели бы в первую очередь вас поблагодарить за то, что предоставили льготную ипотеку арктическую под 2%. Мы переехали в Мурманскую область всего 2 года назад. Жили здесь, в Мончегорске, на съемной квартире. Вот. И вот благодаря арктической ипотеке, собственно, быстро так, можно сказать, просуетились. Вот. Нашли квартиру двухкомнатную, оформили в пятницу сделку, и вот уже в выходные начали потихоньку переезжать. Вот. Во время оформления сделка у нас была онлайн формат с менеджерами из Мурманска банка. Все прошло достаточно быстро, никаких трудностей не возникло. Где-то, наверное, за 1,5-2 часа мы, собственно, оформили сделку. Вот. Хотелось бы еще некоторое пожелание. У нас вот друзья тоже переехали, медики. Тоже как бы хотели получить арктическую ипотеку, но они не так давно закончили институт, получили образование, и стаж работы не позволяет сейчас оформить арктическую ипотеку. Вот. Хотели бы предложить, чтобы стаж для медиков для оформления арктической ипотеки снизили, убрали. Я согласен. Видите, вот ваш пример показывает, что, в принципе, этот инструмент, 2% ипотека, позволяет людям закрепляться на тех территориях, где они хотели бы жить, тем более здесь условия достаточно суровые, да, здесь, где я сейчас нахожусь, в Архангельске, и у вас там. И вот если у вас возникает желание здесь остаться, конечно, это очень хорошо, и это закрепляет людей за этими территориями. Жили на съемной квартире, теперь своя появилась. И такая возможность должна у большего быть количества людей. И, конечно, медики – это та категория, которая нам нужна на территориях подобного рода. Так, вы правы, обязательно мы сейчас с коллегами обсудим, и думаю, что
к этому решению и подойдем. Так что вам спасибо и всего доброго на новом месте. Так, пожалуйста, что-то еще? Еще. Все? Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Александра, это Варвара. Мы из города Кировск. Варя, привет. Поздоровайтесь. У нас тоже 8 числа была сделка по арктической ипотеке. Хочется тоже от нашей семьи поблагодарить вас за такую возможность взять арктическую ипотеку по 2%, улучшить свои жилищные условия. На сделке тоже у нас не возникло никаких проблем, она была дистанционная, ее курировали менеджеры ипотечные из Мурманска. Мы были в офисе в Апатитах, все было хорошо. Единственное, вот у меня у знакомой муж, он участник СВО. И они тоже хотели приобрести квартиру в арктическую, воспользовавшись арктической ипотекой по 2%, но они не попадают по возрасту. И вот им бы очень хотелось, чтобы у них, может, была какая-то отдельная категория для участников СВО, где они могли бы без ограничений по возрасту воспользоваться подобной программой. Вам спасибо большое, что упомянули об этом. Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Здесь просто, думаю, что техническое упущение, это сразу могу сказать, мы это сделаем. Точно, совершенно. Так что вам спасибо, что вы обратили на это внимание. Спасибо. Так, кто-то еще? Все? Здравствуйте. Да, у меня такой вопрос. У нас очень много друзей и родственников работают на оборонных предприятиях города Северодвинска. Но, к сожалению, не все по возрасту подходят для получения арктической ипотеки. Такой вопрос. Владимир Владимирович, могли бы вы снять ограничения по возрасту для работников оборонных предприятий и их семей? Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы вообще должны закреплять людей на тех и предприятиях, тех рабочих местах, где они работают. Это вообще всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения обороноспособности. А что касается северных регионов, тем более. Поэтому сейчас с коллегами обсудим. Я думаю, мы к этому решению подойдем. Вы правы абсолютно. Спасибо большое. Вам спасибо за то, что обратили на это внимание. Спасибо. Так. Пожалуйста, кто-то еще? Все? Я хочу всем пожелать вам счастья в новых домах, в новых квартирах. И всего самого доброго вам, вашим детям. И прибавления в семействе, разумеется. В семействах. С наступающим вас Новым годом. Всего хорошего. Спасибо вам большое за ваши предложения и советы. Благодарю вас. До свидания.